Наши мамы, сотрудники кадетского корпуса и уважаемые кадеты. Сегодняшнее мероприятие, посвященное Дню матери, подготовили куратор 3-го курса 1-го взвода Китиева Долхан Идрисовна и воспитатель Мережков Руслан, отчество забыла. Ну и, конечно же, наши мальчики, это кадеты 3-го курса 1-го взвода. Поэтому мы попросили бы внимательно послушать, что они сегодня подготовили какую программу для своих мам. Добрый день, дорогие мамы! Этот день добрый еще и потому, что посвящен он вам, наши милые, дорогие, единственные. Наны елы кажеш хылче, дәррик дөнет сирді дуал, да шутқамыш дәрттіш или, сәдек чүрі ары дуал, Туиленны та әвессе, аз ух дөнен го буақ, дуасты дуас хары зызы, хары бәтіл ксомы юақ, таққы сетқыш қалқы вақы, мұрт біза ұжмары доқ, ләхті вәлі аз ұш сетқи, няны кугышка адоқ. О, масирды душ сетқи, царил сирда фуғуды, бағдынаны елі қажыр, царил дуқа сирдағды. Наны, рүці қылчы, юхы ехт асы қалу. Бәді бейсі ешью аз, қыты есі сәрділу. За день до рождения ребенок спросил у Бога: Я не знаю, что должен делать в этом мире. Бог ответил: я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Но я не понимаю его языка. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Не важно, как его зовут. Ты будешь называть мама. Мама, это имя.
приятные минуты радости сидящих в этом зале женщинам, мамам. Итак, для вас, хрупкие и нежные, для вас, милые и ласковые мамы, для вас, наши дорогие и прекрасные женщины, на сегодняшний праздник. Есть три святыни, три имени в мире, нам голову вечно пред ними склонять. Великое хлеб, дорогое отчизна, и в третье бессмертию подобная мать. Знаете ли вы качества, присущие маме? Доброта. Этим качеством обладает каждое любящее дитя – мама. Мамочка, наша родная, эти нежные строки тебе, самой милой и самой красивой, самой милой на этой земле. Нежность – это свойство души. Можно увидеть во взгляде мамы, услышать в ее голосе. Есть самое нежное слово на свете. Его произносят в младенчестве дети. Его вспоминают разлуки и муки мамы. У
Умение разумно решать разные сложные вопросы, давать мудрые советы. Мама, какое хорошее слово! Мама, все время быть рядом готова. В минуту несчастья всегда она рядом, поддержит улыбкой и словом, и взглядом, разделит надежды, утешит, поймет. По жизни уверенно рядом пойдет. Всегда без оглядки поверить ей можно, ей тайну любую доверить несложно. Мамочка, сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Праздник День матери был установлен указом президента России в 1998 году, последнее воскресенье ноября. Это день, когда воздается должное материнскому труду и бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. Мама – это имя Бога на устах и сердцах маленьких детей. Все прекрасное в человеке отлучает солнце от сердца матери. Мама – это вечное и неприходящее. Мама – это душа, теплота, любовь. И днем, и долгой темной ночью ждем мы материнской любви и ласки. За все мы платим маме благодарности. Материнская любовь – это она придает силы слабому, помогает сомневающему, вдохновляет на подвиг. Ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках, и вдаль несла нас времени река. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. В тени больших берез, наивных детских слез, когда ругал ошибку и всерьез. Мама, вставал и уходил, прощения не просил. Как жаль, что я таким когда-то был. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. Я иногда боюсь, что в сердце моем грусть поселится, и я твержу, вернусь. Мама, в те детские года я знаю, все отдам, чтоб быть с тобой навечно, навсегда. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих.
которой лежат волшебные лепестки. Они помогут вам узнать особенности вашей внешности и характера. Сорт этого цветка называется «Самая-самая». Так, мама, доставайте по лепесточку. Хорошо. Самая обаятельная. Твоя мама. Чья мама это? Иди Самые красивые глаза. Похлопай. Самая веселая и любимая. Наша Бакинхоева Магомеда мама. Картуева Магомеда мама. Какая, посмотрим. Самая хорошая. Ой. Ивоева Амира мама. Самая-самая добрая. Балаева Ахти мама. Самая любимая. Дальше Хазботова. Хазботова Магомеда мама сидит. Самая привлекательная. Зейтова Ислама мама. Самая обворожительная. Героева Адама мама. Самая очаровательная улыбка. Справился с заданием. Украинская народная мудрость гласит: 3 несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети. Старость неотвратима, смерть неумолима. Перед этими несчастьями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей можно уберечь свой дом, как и от огня. И это зависит не только от нас, родителей, но и от вас самих, детей. Ребята, я обращаюсь не только к кадетам своего взвода, а ко всем сидящим здесь кадетам. Умейте чувствовать тончайшие душевные движения матери и отца. Не приносите тревог, огорчений, обид. Не допускайте, чтобы жизнь родителей была отравлена вашим позорным поведением. Помните, что раннюю старость и болезнь нам приносят не столько труд и усталость, сколько сердечные волнения. Когда болит сердце за вас, дети, сидеют волосы, не забываются оскорбительные слова. Рана от заноза заживает и следа не остается, а вот рана от обидных слов, заживая, оставляет глубокий след. Будьте добрыми сыновьями до самой старости. Умейте чувствовать сердце матери, умейте видеть в ее глазах мир и покой, счастье и радость, тревогу и беспокойство, смятение и огорчение. Если вы не научитесь видеть в глазах, если вы не научитесь видеть в глазах матери ее душу, то на всю жизнь останетесь нравственными невеждами. Наши мамы все время на своем родительском посту. Ведь не зря поэт написал такие строки. Мы еще в рассветных снах витаем. Мамы поднимается чуть свет. Мы опять куда-то улетаем. Мамы долго-долго машут след. Продолжаем наш праздник. Дорогие мамы, сегодня мы пригласили вас на праздник, посвященный вам. Первое слово, которое произносит человек – «мама». Оно обращено к той, что подарила ему жизнь. Любовь к матери заложена в нас самой природой. Это чувство живет в человеке до конца его дней. Максим Горький писал: без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта,
не герои. Мамулечка, ты моя самая-пресамая любимая. Я тебя очень-преочень люблю. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Бывает ночью бессонною, мама потихоньку всплакнет. Как там дочка, как там сынок ее, лишь под утро мама уснет. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Как бывает, если случится вдруг в доме вашем горе беда, мама самый лучший, надежный друг, будет с вами рядом всегда. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Мама, землю и солнце, жизнь подарила мне и тебе. Как бывает, станешь взрослее ты, и как птица ввысь улетишь. Кем бы ни был, знай, что для мамы ты, как и прежде милый малыш. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила мне и тебе. Nanna bezer iriz doluşu, ehti boluş hodda tümeldir. O dünyançı şimah bu, o dünyançı şimah boluş bu, ne nasibet dek çülelidir. Jami melder sunu, hene melder sunu, dayka melder sunu, işte yesunanı, nahad, jamza melder şine, Adıyla melderşine, şiyle melderşine, işte yesunanı, dike melder naha, kozu melder naha, dekçe melder naha, işte yesunanı, naha damel diyorlar, naha damel diyorlar, naha damel kuddur, varfı jahtananı, tuda masaniye, dünya hürmet sanını, dünya berkat sanını, varfı jesunanı. Финансы изучу, не заману визит бац, шихалту лархачу, кудал хулказ лархатац, илюш аз яхачу, як аз бегаш ты яхац, шинан, шихалту лархан, кымехтал маснахчу лархац. هنا ترى يسنانا دكتورنا باستي حسنا خوز يئس هنا ترى يسنانا كماشي أخكا حسنا بيزم يئس هنا ترى يسنانا سيدو لغويري حسنا بفكة يئس هنا ترى يحتنانا وشيل عام تم خرا يحتس تعمت يحت
Радала хата, саняна неш хул магерта. Хайла магерта де саняна кертада. Нана тайса усы, мух асабрде, ширши мне бяцыш, ганыш хемоде. Тайса усы нана, кортула мокай, баскик асациты, зоне зурмахай. Хилгиш шима ады, лягди журжашей, а езжайся нана, набиш у изгой. Ажиш амалега, беши татаждеш, набиш усы нана, цуна сатим эш. Горы, няна ганыш, чуху ажмаде, хейри тышайваныш, шуртах утаде. Барчы дейна бохбя, искяденна у, хозах хамадейте, ух дунянчуцу. Алмазы не кайгыт, хоч деш саняны пергиш, дошу жалқа жақкыт, деш деш саняны лергиш. Хайза элтер ждадыт, да деш саняны болмыш. Цада де, массари ляхи сананы, наны он деше, саняны баргиш тештеніп, лепот сущет кайсынны, саняны кажыр мусине, чодат татылышынны. Саняны басилги бас пайнып, ягыт штотылышынны. Цияге, массари хозайы сананы, наны он деше. Давайте поговорим об отношениях к маме. Ведь нередко мы расстраиваем наших мам своим поведением, поступками, оценками, обижаем их и сами на них обижаемся. А заслуживают ли они этого? Справедливы ли мы с ними? Отрывок из рассказа Яковлева «Сердце матери». Дети никогда не запоминают свою мать молодой и красивой, так как чувство красоты приходит к ним позже. Дети никогда не говорят маме о любви своей. Они не знают, как назвать это чувство, которое привязывает их к ней. Их понимание – это чувство как что-то обязательное, вроде утоления жажды. Однажды, один из суровых дней, я пришел из школы голодный и усталый. Я попросил колбасы.
Съел один кусок, мне показалось мало. Мать мне дала свой кусок, мне снова показалось мало. Я разозлился, хлопнул дверью и ушел. Нет ничего более жестокого, чем просить матери то, чего у нее нет. Последний кусок. Пройдут годы, и стыд настигнет тебя, и тебе станет мучительно стыдно от своей несправедливости. Ты будешь думать о дне своего позора, но уже поздно. Ты скажешь «прости», нет ответа. Некому прошептать многосердечное слово «прощаю». Я глажу рукой траву Пискаревского кладбища. Здесь похоронена моя мать. Я ищу сердце матери. Оно не может исследовать. Оно стало... Я ищу сердце матери. Оно не может исследовать. Оно стало сердцем земли. Берегите ее, самую добрую, самую хорошую, вашу маму. Берегите ее здоровье, ее силы и нервы. И вам самим от этого станет хорошо. А если вдруг вы сорветесь и обидите маму, вспомните этот рассказ, который вам только что прочитали, и сразу постарайтесь загладить свою вину. А теперь давайте поговорим о том, как мы обращаемся к маме. Ведь чаще всего только когда нам что-то нужно. А часто ли вы подходите к маме, обнимаете ее и говорите ласковые слова? Мамочка, мамуля, мамулечка, ты у меня самая лучшая. Как хорошо, что ты рядом, что ты есть. Подумайте над этим. Просто так. Подойдите и поцелуйте ее. Потом, может быть, уже поздно. Проник. Но не теряйте звание людей, не трогайте, не смейте, не грязните, ни имени, ни чести матерей. Человечество не разу воспевало образ матери в различных жанрах искусства, о безграничной, бескорыстной, полной самоотверженности материнской любви написано немало строк. Столько нежности хранят эти строки, что почти физически ощущаешь исходящее от них тепло. Что значит слово «мама» для меня? В нем твоя чуткость, теплота сердечная, готовность похвалить, просить, понять. Твоя любовь, как небо бесконечное. Твой голос милый, ясно слышу в нем. Он силы мне дает и вдохновение. Меня ты рада поддержать во всем, а если надо, даришь утешение. Теперь источник всех моих побед, моих успехов и душевной силы. Что значит слово «мама»? Это свет, которым весь путь ты озарила. В нем доброта твоих любимых рук, их нежностью вся моя жизнь согрета. Ты, мамочка, мой самый лучший друг. Спасибо тебе, милая, за это. В муках, страданиях человек шепчет «мама». В этом слове для него сосредотачивается все. Она становится равнозначным слову «жизнь». Человек зовет мать и верит, что где бы она ни была, она слышит его, сострадает, спешит на помощь. Мы любим сестру и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем.
Такими бы взрослыми, сильными, умными мы не стали. Как бы далеко жизнь не увела нас от родительского круга, баба всегда остается для нас бабой, а вы ее детьми, слабости, недостатки которых никто не знает лучше, чем она. Многие русские поэты посвятили свои стихи матери. Это еще одна святая страница в русской поэзии, дорогая и близкая любому отчислявшему сердцу, любой не потерявшейся душе, не забывшей, не отказавшейся от своих истоков. Это стихи о матери. Мать, несомненно, это одно из самых глубоких и гармоничных созданий отечественной поэзии. Из-под пера великого мастера лирического стихотворения Сергея Есенина вышли строки, одухотворенные и проникнутые любовью к матери. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний, несказанный свет. Пишет мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шуршуне. Даже будучи взрослым, Сергей Есенин не стеснялся быть ласковым и нежным со своей мамой. Ребята, больше думайте о ваших мамах, берегите их, любите, помогайте им во всем. Знайте, только мама любит вас больше всех на свете. Она мечтает о том, чтобы вы были хорошими людьми. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите, не спешите. И ей стоящий урод как можно дольше помогите. И будьте чуточку добрее, опека их не раздражайтесь. Не обижайте матерей, а матерей не обижайтесь. Вручите письма им скорее, слоних усольцев не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Никогда не умывать, с каждым годом быть все краше и поменьше нас ругать. Вам желаем, дорогие, быть здоровыми всегда. Чтобы вы долго-долго жили, не старели никогда. Пусть невзгоды и печали обойдут вас стороной, чтобы каждый день недели был для вас как выходной. Мы хотим, чтобы без причины все дарили вам цветы, улыбались, чтоб мужчины все от вашей красоты. Пусть для вас сияет солнце, лишь для вас цветет сирень. И пусть долго-долго длится самый лучший мамин день. Порой
написали ваши дети. И посмотрите на них другими глазами. Вручаем письма и подарки мамам. Гелихан Юсупович сказал, что не может в этот праздник не спеть для наших мам, поэтому аплодисменты Гелихану Юсуповичу. Меня тоже родила мама. Обнимите своих мам, поздравьте их, вручите. Нет ночей священней и нежней твоей, что печаль застыла на губах твоих. В нитях морщин и в седине волос. Мама, какой веселой ты была недавно, мама, куда исчезла вдруг улыбка с губ упрямых. Я даже жизнью не могу тебе помочь. Уносит время и годы прочь. Какой веселой ты была недавно, мама, куда исчезла вдруг улыбка с губ упрямых. Я даже жизнью не могу тебе помочь. Уносит время и годы прочь. Что сказать за верность вечную тебе? Что отдать за то, что ты в моей судьбе? Счастье мое, мой самый верный друг. Мама, какой веселой ты была недавно, мама, куда исчезла вдруг улыбка с губ упрямых. Я даже жизнью не могу тебе помочь. Уносит время и годы прочь. Раз. Слово предоставляется нашей маме. Рая. Большое спасибо за наших детей. Ближе. Хотелось бы от всей души поздравить всех мам с этим днем. И, конечно, большое спасибо второй маме этих детей. Это Долтан Идрисовна. Мы очень рады, что нам попался такой куратор. Она, наверное, за своих детей так не переживала, как за наших детей. На ингушском ухватит ходи, дал там Я, правда, очень рада, что она у нас есть. И она, наверное, больше знает о наших детей уже, чем мы сами. Да, Сарду. Это Баркул Георгиас вам за такие теплые слова. Не знаю, заслужила я или нет. Очень приятно, что меня назвали второй мамой. Баркулша. Я думаю, от всех присутствующих в зале, в первую очередь, аплодисменты сейчас раздадутся в адрес наших кадет первого взвода 3-го курса. Есть такое дело?
потому что дети искренне готовились к этому празднику, ждали своих мам. Кто-то сегодня расстроился, не будем говорить, что вот мама не смогла подъехать. Для них это действительно большое событие, вы видели, что все это делалось от чистого сердца. Мне, в свою очередь, хочется вот от лица педагогического коллектива, просто вот как мама сегодня, честно говоря, и слезу упустила, вы знаете, там усидели мы, да, все это. Понимаете, когда дело делается действительно от души, искренне, без всякого вот этого показного и напускного, тогда оно получается. Что касается куратора этого взвода, мы ее все любим и уважаем за ее действительно труд. И за то, как она сегодня говорит о своих детях, действительно вот о своих детях. Это вот мой мальчик вот в детстве, вот для нее они все мальчики, вот кроме ее семьи, у нее существует и эта семья, и она всецело ей отдается. И дети, когда приходят ко мне с ними прям в радость заниматься. И вы знаете, вот предметики, кто работает с ними. Действительно, все, что ты говоришь, они вот искренне все подхватывают и сделают, и боятся подвести своего куратора, боятся подвести нас, педагогов. Это великое счастье, когда есть взаимопонимание. Когда есть понимание между детьми, родителями, преподавателями, тогда есть надежда на то, что светлое будущее, оно должно быть светлым. И для наших детей, и для нашей республики, для всего, я думаю, мира. Дай Аллах нам всем всего того, в чем мы так сильно нуждаемся. Благодарю, спасибо. Кто-то еще хочет сказать слова какие-то? Тут у нас микрофон свободный, но у нас там артисты, у нас вторая часть. Приехали к нам поздравить. Вот сейчас Узал Максаревич, конечно, скажет слово. Но к тому времени уже вторая часть уже на подходе. Действительно удивительно создан мир, да? Вот я наблюдаю, некоторые кадеты сидят, голову спустились и знаете, что делают? Нетрудно догадаться, да? И поэтому действительно сегодня, если была бы моя воля, я, наверное, этот праздник поставил бы первым в государстве, великим праздником. Действительно, сегодня вы тронуты душевно, дети тронуты, это великий праздник. Дыгболдо, Ашхадяхка, Бери Дог Воздяхка, в первую очередь Дог Барков, Аллах от лица руководства кадетского корпуса Долтхан Идрисовне. Это не первое мероприятие, я думаю, и не последнее. Горбаковой Любовь Геннадьевне за ее старание, усердие, Герихану Юсуповичу, ну и всем тем кадетам, которые непосредственно принимали активное участие в подготовке к проведению данного мероприятия. Да вашему постолу. Могу на тахтовой, бертовой, и раздовой. Вы дальше, дизель. Дальше. Да, холодный, да, ласту, бабку, да, раскуша. На сцену приглашается всеми нами любимая Ася Магомедовна Абдурзакова. Добрый день, мои дорогие друзья. Мы говорим добрый день, уважаемые наши мамы и уважаемые педагоги. Сегодня действительно потрясающий день. Он очень трогательный и очень важный в судьбе каждого из вас. Но сегодня вот столько сказано доброго, красивого, нежного. Этот потрясающий видеоряд, он настолько оставляет в памяти и в сердце отпечаток, что даже трудно подобрать слова еще и еще. Уважаемые педагоги, я хочу сказать спасибо за то, что вы вкладываете в сердца этих юных мальчишек такое чувство почтения к нашим матерям, что это очень дорогого стоит. И я со своей стороны, от имени всех деятелей культуры и искусства нашей республики, от имени министра культуры нашей республики Мары Газдиевой, искренне
искренне поздравляю всех матерей Республики Ингушетия с этим прекрасным праздником, Днем Матери. Доброго вам здравия, добра, любви и красоты человеческого бытия, внимания и заботу близких, и чтобы ваши дети были достойными представителями вашего рода, вашей семьи, нашего Отечества. С праздником вас, милые мамы! Нормально, он дякую більше такому дивитися. Ирис, эхто, да ты малатор хочешь холчун, да, эхто Бог в масне. И вот поэтическими строчками о матерях всегда слагались строки. Но даже написав десятки книг, нам не воспеть восторженно и строго ваш подвиг, что скромен и велик. И на сцену я приглашаю солистку Государственной филармонии Мадину Горчханову. Встречайте.